Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем видеоурок по русскому языку для учеников, учащихся в третьем классе. На третьем классе. Урок 59. Береги воду. Саламатсыздар, құрметті оқушыларым, ата-аналар. Біз 3-ші класс сынып оқушыларына арналған орыс тілі пәнінен видео сабақтарымызды жалғастырудамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз береги воду, яғни суды үнемдейік, қорғайық. Тақырыбымыз 59-ші тақырып сабақ. Давайте послушаем сказку. В одном царстве жило-было красивое озеро, и много в нем водилось рыбы. Люди приходили к нему в гости, одни любовались красотой озера, другие купались в его водах, третьи ловили рыбу. Но случилось так, что каждый, кто приходил в гости к озеру, оставлял там много мусора. Обиделось озеро на людей и спрятало всю рыбу на дне, а само покрылось густой тиной. Пришли люди к озеру и заплакали. Ни рыбы они не увидели, ни чистой воды. От грязи пропала вся моя чистота и красота, сказала озеро. Теперь сами думайте, что будете делать. Давайте теперь прочитаем сами. В одном царстве жило-было красивое озеро. Уақытта белгілі бір хандықта әдемі өзен өмір сүрді дейді. И много в нем водилось рыбы. Ол өзенде балық көп болатын. Люди приходили к нему в гости. Адамдар оған қонаққа көп деп келетін дейді. Одни любовались красотой озера, біреулері өзеннің әдемілігін көру үшін келетін болса, другие купались в его водах. Басқалары онда шомылу үшін келетін. Үшіншілері третий ловили рыбу. Үшіншілер балық аулау үшін келетін дейді. Но случилось так, что каждый, кто приходил в гости к озеру, оставлял там много мусора. Бірақ та әр келген қонақ өзінің артта тазаламай, мусорларын қалдырып кететін дейді. Обиделось озеро на людей и спрятало всю рыбу на дне, а само покрылось густой тиной. Өзен адамдарға ренжіді, және бүкіл балықты астына тереңге тығып қойды. Ал өзі көрінбейтін бұлыңғыр болып кетті дейді. Пришли люди к озеру и заплакали. Адамдар өзенге келіп жылады дейді. Ни рыбы они не увидели, ни чистой воды. Я балық аулай алмады, я таза су іше алмады дейді. От грязи пропала вся моя чистота и красота, сказала озеро. Жаңа мусордан, лас нәрселерден менің әдемілігімен тазалығым кетіп қалды дейді. Теперь сами думайте, что будет делать. Енді өздерің істеген істеріңе жауап беріңдер дейді. Адамдар істеген дұрыс па? Достар, дұрыс емес. Сондықтан өзіміздің артымызды тазалап жүрейік. Ешқашан өзен, суға, көлге мусор тастамайық. Себебі ол суды өзіміз ішеміз. Давайте выполним задание к этому тексту. Выбери правильный ответ. Почему озеро обиделось на людей? Потому что люди бросали мусор в озеро. Второе задание. Что исчезнет из озер, рек, морей, если люди бросают мусор? Исчезнет чистота и красота. Молодцы. Теперь следующее задание. Решить задачу. Второе задание. В квартире у Армана неисправен кран, из которого за 1 час вытекает 1 стакан воды. Сколько чистой воды утекает за сутки? Ответ 24 стакана. Давайте теперь подумаем. В сутки есть 24 часа. Если за 1 час вытекает 1 стакан воды, тогда за 24 часа вытекает 24 стакана воды. Данагуль чистит зубы за 3 минуты при открытом кране. За 1 минуту из крана вытекает 1 литр воды. Если она чистит за 3 минуты, если за 1 минуту вытекает 1 литр воды, тогда сколько потратили воды Данагуль? Ответ 3 литра воды. Теперь Данагуль делает неправильно. Данагуль должна закрывать краны. Следующее задание. Третье задание. Прочитай словосочетание и предложение и выдели те, которые рассказывают, как хранить, беречь воду. Жаңағы осы сөйлемдерден суды қалай экономдап қорғау керек жолдарды көрсетті. Люди строят очистные сооружения и очищают берега от мусора. Адамдар, давайте прочитаем сначала весь текст. Люди строят очистные сооружения, очищают берега от мусора. Держат открытыми водопроводные краны,
моет в водоемах машины, заводы сбрасывают отходы, теплоходы сливают нефть. Люди экономят воду, не бросают мусор в водоемы. Здесь дается разные, это не текст, разные предложения. Если здесь предложения, те, которые указывают, что нужно беречь, те, которые не берегут, например, моют в водоемах машины, это тоже неправильно. Здесь из этих предложений давайте выделим те, которые рассказывают, как охранять и беречь воду. Люди строят очистные сооружения, правильно. Очищают берега от мусора, правильно. Люди экономят воду, правильно. Не бросают мусор в водоем, правильно. Теперь из этого сегодняшней темы сделаем вывод. От загрязнения воды страдает все живое. Поэтому не надо загрязнять водоемы. Воду нужно спасать, воду нужно беречь. Воду нам нужно беречь, потому что вода, она исчерпаемая природа. Нам нужно закрывать краны, не надо оставлять открытыми. И экономить, всегда экономить воду. Все, на этом наш видеоурок закончился. До встречи на следующем уроке. До свидания.